понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Добрый вечер, это радио Крым Реалий, у микрофона Сергей Громенко. Мы в эфире каждый день в 8:35 и 18:30 по крымскому времени на волнах 549 АМ и 100,7 FM, ну и, конечно, в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, также заходите на сайт Крым Реалий, смотрите прямые трансляции эфиров, читайте наши материалы. Крым в центре внимания. Сегодня мы будем говорить о межнациональном мире и согласии в Крыму, о которых постоянно отчитываются подконтрольные Кремлю власти полуострова. По данным заместителя директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук Владимира Зорина, который он привел во время телемоста Москва-Симферополь, посвященного национальным вопросам в Крыму, 81% опрошенных оценили межнациональные отношения на полуострове как спокойное, абсолютное большинство считают, что ситуация в этой сфере не изменилась, а четверть русских, 13% украинцев и 6% крымских татар отметили улучшение. Среди участников телемоста был и избранный в Госдуму России после незаконных выборов в Крыму Руслан Бальбек. В своем выступлении он полностью согласился с выводом этого социологического исследования, а также выразил убеждение, что в российском Крыму национального вопроса нет. Давайте его послушаем. Можно сказать смело, что после возвращения Крыма в Российскую Федерацию национального вопроса в Крыму не существует. Указ президента о мерах реабилитации репрессированных народов убрал почву для политических спекулянтов, которые, апеллируя обидами прошлого, устраивали день депортации 18 мая, политическое шоу. Важно также отметить, что национальный фактор действительно используется до сих пор западными идеологами в пропагандистских целях для того, чтобы, создав искусственно ложное понятие об угнетенной нации, о вынужденных переселенцев, якобы по политическим мотивам, наполняют содержанием вымышленными событиями и явлениями, которые через такие площадки, как Меджлис крымско-татарского народа, ныне запрещенная организация в Российской Федерации, пытаются закрыть от истинного настроения крымско-татарского народа, пропуская через всевозможные фильтры западной медиамашины, через крымско-татарские одежды. Конечно же, все это является спекулятивным аспектом и пропагандистскими приемами для того, чтобы, используя национальный фактор, прикрыть те же диверсионные действия со стороны украинских военных, для того, чтобы закрыть якобы какими-то повстанческими или протестными настроениями внутри крымских татар. Межнациональные отношения стали силой крымчан, а не его ахиллесовой пятой, как это было в украинский период. Мы действительно наполнили девиз на гербе Крыма «Процветание в единстве» содержанием, благодаря государственной национальной политике, которая сегодня реализуется в Российской Федерации, и где все представители, вне зависимости от конфессий и национальности, чувствуют уважение к своей субкультуре, к своим традициям и имеют возможность в законодательном уровне сохранить свою идентичность. А мы возвращаемся в студию радио Крым Реалий. С нами на связи Искендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Искендер, вы меня слышите? Да, добрый день. Добрый вечер, Искендер. Итак, вы слышали выступление Руслана Бальбека, в котором он, как мне кажется, подчеркнул три главных тезиса. О том, что после воссоединения так называемого Крыма с Россией национального вопроса не существует. О том, что западные пропагандисты формируют ложный образ угнетенной нации, цитирую. И третье, что национальная политика Российской Федерации позволяет всем народам сохранить свою культуру. Как бы вы прокомментировали каждый из этих трех тезисов? В первую очередь, что может сказать, так называемый депутат Государственной Думы Российской Федерации или бывший чиновник, который был представлен именно в виде вице-премьера так называемой Республики Крым. А понятно, что ему нужно показать какой-то позитивный процесс, в том числе и свою роль в этом процессе. Но говоря, опять же, если мы говорим о государственной политике или о подходе, то в любом многонациональном регионе национальный вопрос всегда существовал и будет существовать.
И много зависит от того, какая государственная политика в этом вопросе. И поэтому межнациональные отношения и национальная политика, она всегда должна присутствовать, и она будет. То есть здесь уже Бальбека занесло совершенно в другую сторону. Теперь, что касается реальной ситуации или вопросов разрешения межнациональных отношений. Ну, во-первых, после того, как Российская Федерация стала контролировать де-факто и де-юре территорию Автономной Республики Крым, то мы видим, насколько даже в действиях оккупационной власти при формировании политики региональной и так называемой государственной российской политики, мы видим ряд тенденций, которые как раз таки не могут привести к улучшению взаимоотношений в Крыму, а как раз к накаливанию ситуации. И мы видим реальное отношение к коренному народу, потому что крымско-татарскому коренному народу Крыма. Потому что мы видим реально, когда даже в этих условиях абсолютно Российская Федерация в официальных документах или де-факто власть крымских татар даже часто называет татарской диаспорой, не называет коренным народом, приравнивает к национальным меньшинствам и так далее. Это говорит о том, что какое отношение, в частности, к крымско-татарскому народу. Мы видим, что де-юре было заявлено, что 3 государственных языка, но при этом используется только русский язык в делопроизводстве и, соответственно, и в учебных заведениях, и в других направлениях. Когда мы говорим, опять же, о сохранении украинского языка, то и образования на родных языках, то мы знаем, когда были попытки, в том числе и закрытия школ с углубленным изучением крымско-татарского языка, и знаем что закрыты школы с изучением украинского языка. И это является прямым доказательством того, какое есть отношение к коренному крымско-татарскому народу и к украинцам. Но я уже не говорю о тех, скажем, политически мотивированных уголовных делах, которые именно проводятся и по национальному признаку, когда по делу 26 февраля у нас проходят исключительно крымские татары и являются обвиняемыми. А кроме того, мы видим так называемое дело Хизбут-Тахрир, когда преследуется по религиозному признаку. И кроме того, это не только касается мусульман. Ведь мы знаем, когда с 2014 года начались притеснения и гонения представителей других конфессий, в частности и представителей пятидесятников, и иеговистов, и ряд других. То есть мы видим то давление или то навязывание именно единого какого-то давления на представителей коренных народов и представителей украинцев. Поэтому однозначно говорить о том, что в Крыму все хорошо, понятно, что ему как депутату Госдумы нужно показывать позитивные какие-то моменты, но цифры и показатели говорят за себя. И понятно, что учитывая такой обычно подход западных СМИ, экспертов, которые, прежде чем сделать какое-либо заявление, они перепроверяют всю ту информацию, которая поступает. И однозначно они ссылаются на те цифры, те показатели, которые дают наши активисты, которые показываем мы. И даже тот пример, когда был запрещен так называемым Верховным судом Крыма и Верховным судом Российской Федерации представительный орган крымско-татарского народа, который был избран демократическим путем в присутствии международных наблюдателей, это прямой показатель того, что в Крыму
понятно, для них национального вопроса не существует. То есть они воспринимают в одном плане, что нужно всех разогнать, не должно быть никаких проявлений, не должно быть никаких альтернативных мнений и не должно быть каких-то позиций в защиту своих прав и сохранения своей идентичности. И, конечно, тогда не будет существовать национального вопроса, когда все будут единым, там, я не знаю, российским народом, или та же советская политика, когда все хотели смешать в одном котле и представить как единый советский народ, который говорит исключительно на русском языке. Большое спасибо, Эскендер, за ваше мнение. Оно было очень важным для нас. Это радио Крым Реалии. Не переключайтесь, мы продолжим через несколько секунд. Радио Крым Реалии. Мы в эфире каждый день в 8:35 и в 18:30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Возвращаемся в студию радио Крым Реалий. В интервью радио «Спутник» председатель подконтрольного России Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Крыма Заур Смирнов заявил, что на полуострове возникли настолько благоприятные условия для крымских татар, что даже те из них, кто не проживает в Крыму, стремятся туда попасть. Давайте его послушаем. 99,9 крымских татар являются гражданами Российской Федерации, те, которые проживают в Республике Крым. И только очень малая часть, это менее, скажем, там, 1000 человек, которые по разным причинам пока еще не получили гражданство Российской Федерации, но очень этого хотят, подчеркиваю. И сегодня именно от крымских татар все чаще звучат призывы к руководству республики, к руководству страны о том, чтобы для тех крымских татар, которые еще проживают за пределами Крыма Российской Федерации, обеспечить облегченную процедуру получения гражданства, с тем, чтобы они могли вернуться уже в российский Крым. А у координатора инициативы «Крымсос» Тамилы Ташевой совершенно другая точка зрения. Вот что она нам сказала. Возможно, туда и кто-то и хочет попасть, и далеко не только крымские татары, а люди, которые приезжают, условно называя это, с материковой части России. Однако сказать, что на территории Крыма царит мир и порядок, в частности для крымских татар, группы, которая целенаправленно притесняется со стороны российских оккупационных властей, это, конечно же, не так. Никогда крымские татары во времена, назовем это, украинского управления не подвергались такого рода репрессиям, как это сейчас происходит в Крыму. Не был запрещен меджлис крымско-татарского народа, хотя он существовал начиная с 90-го года. Не исчезали люди в Крыму, их не похищали, потом не находили их мертвыми после похищения. Не было никогда столько уголовных дел, поэтому, конечно же, это и неправда. И, в принципе, оккупационные власти с самого начала начали такую политику по отношению к этой группе лиц, когда начали целенаправленно уничтожать институт самоуправления крымских татар, когда начали уничтожать институт религиозный, пытались под себя подмять крымский муфтият, и, в принципе, в итоге это сделали. Поэтому однозначно это не соответствует действительности. Все те люди, которые живут в Крыму и работают, они это прекрасно понимают. Официально из Крыма выехало 27 тысяч человек. Если говорить о неофициальных данных, то это в 2 раза больше людей, которые покинули полуостров. И по нашим данным, около половины являются крымскими татарами, то есть это где-то 25-30 тысяч человек. Конечно же, они в первую очередь выезжают в связи с теми событиями, которые там происходят. Кто-то беспокоится за свою жизнь, за возможность спокойно жить на полуострове. Кто-то выезжает в связи с нежеланием жить под российским управлением, кто-то в связи с экономическими последствиями оккупации Крыма. Поэтому все по разным причинам, но действительно и на данный момент в том числе люди продолжают выезжать. Смирнов также заверил слушателей, что в Крыму полностью разрешена проблема обучения на национальных языках, в том числе и на крымско-татарском. Давайте послушаем. На деле, только в прошлом году 45 тысяч учебников для преподавания на крымско-татарском языке были изданы издательством «Просвещение» и направлены в крымские школы. Эта работа продолжается, безусловно, будет продолжаться постоянно, поскольку сегодня есть на это запрос в обществе. Сегодня крымские татары и государство делают все для того, чтобы те утраченные позиции языка, которые были допущены за 23 года украинского периода, восстановить и сделать все, чтобы язык ни в коем случае не стал на территории Российской Федерации исчезающим. Мы позвонили Эмине Авамилевой, общественному деятелю в Крыму, который занимается вопросами образования на крымско-татарском языке, и вот что она нам сказала.
Действующее законодательство, будем говорить так, объективно дает возможность изучения родного языка в различных формах. Это начиная с кружковой формы изучения языка, факультативной, и, конечно же, изучение родного крымско-татарского языка как предмета. Это предусмотрено не только законом об образовании, но и, естественно, Конституцией Республики Крым и Конституцией Российской Федерации. Но, к большому сожалению, наши соотечественники это право в полном объеме не реализуют, так же, как и не реализовали его в прежние годы. Что является причиной подобной позиции родителей? Это, конечно же, те обстоятельства, та атмосфера, в которой находятся, будем говорить так, родители и их дети, ученики. Несмотря на то, что речь идет о том, что изданы учебники на крымско-татарском языке, в том числе и по предметам, в любом случае отсутствует определенный кадровый потенциал, то есть преподаватели, предметники. Несмотря на то, что сейчас обеспечивают сертификацию учителей и предметников по изучению крымско-татарского языка, ввиду отсутствия заявлений родителей, и учебники, которые напечатаны, не реализуются, не используются, и кадровый потенциал тоже не используется. Что я хотела бы сказать, указать на более такую, будем говорить, объективную ситуацию в части функционирования языка во всех сферах нашей общественной жизни и государственной жизни в том числе. Это отсутствие соответствующих условий реальных для функционирования крымско-татарского языка как государственного. Несмотря на то, что и Конституция Республики Крым провозглашает крымско-татарский и украинский наряду с русским государственным языком, условий для функционирования со стороны местных властей, со стороны власти Крыма в общем целом они не обеспечиваются. В первую очередь, помимо статьи 10 Конституции Республики Крым, Государственный совет должен был принят, как это предусматривает законодательство Российской Федерации, должен был принят соответствующий региональный закон о функционировании родных языков и о функционировании государственных языков. То есть должны были быть обеспечены реальные условия со стороны государства для функционирования государственного языка. По сегодняшний день такие условия со стороны государства, со стороны крымских властей не создаются. Я считаю, что это есть конкретная демонстрация бездеятельности власти. И, соответственно, если он в статусе государственного не обеспечивается, то, конечно же, общие условия для функционирования, в том числе и как родного, тоже они, естественно, нивелируются. К сожалению, статистика сегодня демонстрирует, что крымско-татарский язык, если будет такая ситуация продолжаться, в ближайшие 5-6 лет, он практически исчезнет. Уже даже и на бытовом уровне, и в домах, я имею в виду в домашней обстановке дома. Хочу сказать, что из 187 тысяч учеников, это общее количество детей, которые обучаются в школах Крыма, достаточно высокий процент учеников из числа крымских татар. Это минимум 30%. Но из этого общего количества крымских татар по национальности, которые являются в статусе учеников, всего лишь небольшой процент, это около 3%, изучают и получают образование на родном языке. Если сравнить с прошлыми годами, то есть до 2014 года, в принципе, этот процент так и держится. Но в сегодняшней ситуации в количестве там порядка 22 тысяч детей, по-моему, в общее количество детей входят в том числе дети, которые изучают свой родной язык как предмет. Туда же входят в это количество дети, которые изучают крымско-татарский язык в условиях кружковой работы либо факультатива. Но вы сами понимаете, что такое кружковая работа или факультатив. Это, во-первых, не аттестуется, во-вторых, это все проводится уже в неурочное время, и, естественно, эффект изучения языка, он достаточно низкий, нежели если бы язык изучался в рамках обязательной части учебного процесса, то есть в урочное время изучался бы как предмет. Ну и, конечно же, что говорить, если бы это были национальные классы, то здесь демонстрировался процент изучения, образования на родном языке. Классы с крымско-татарским языком обучения. Такой процент сейчас очень низкий. И он, в принципе, держится только в тех 15 школах, это так называемые наши национальные школы, которые были открыты и функционировали до 2014 года. Там действительно по состоянию на сегодняшний день статус школы идет с двумя языками обучения, с крымско-татарским языком обучения и с русским языком обучения. То есть здесь имеется в виду наличие национальных классов, где не только изучается язык как предмет, но и другие предметы тоже преподаются на крымско-татарском языке.
В своих выступлениях практически все российские политики Крыма подчеркивали, что указ Владимира Путина о реабилитации крымских татар полностью снял все межнациональные противоречия на полуострове. Тем не менее, российский президент прямо отказал в признании крымских татар коренным народом Крыма. Цитирую: «Один из коренных народов, в том числе репрессированных, это греки, они тоже имеют право. Греки были раньше нас с вами». Понимаете? Конец цитаты. И мы спросили у эксперта Фонда демократии имени Пилипа Орлика Натальи Белицер, недавно выпустившей книгу «Крымские татары как коренной народ Крыма», какие преимущества дает статус коренного народа, почему его не присвоили крымским татарам в Украине и не хотят присваивать сейчас российские власти после аннексии. Давайте ее послушаем. Статус коренного народа в первую очередь дает крымским татарам гарантии права на развитие, сохранение идентичности, применение специальных механизмов, которые обеспечивают и представительство в органах власти, и многие другие преимущества. Ну и в первую очередь, конечно, это, согласно международному праву, право на самоопределение путем создания, в частности, и территориальной автономии в границах того государства, гражданами которого они являются. Хочу подчеркнуть, что вот это право, как и само понятие о коллективных правах коренных народов, существенно отличается от объема прав, которые могут предоставлять всяким другим этническим группам, ну, в частности, национальным меньшинствам. Поэтому, несомненно, статус коренного народа для крымских татар очень важен. К сожалению, все годы существования независимого украинского государства, и что особенно грустно, после принятия в 1996 году Конституции, в которой были 3 статьи, где речь идет о коренных народах Украины, действительно боялись давать такой статус, поскольку, во-первых, все еще сильна была такая постсоветская предубежденность, негативные стереотипы, касающиеся крымских татар, и достаточно много, в частности, левых политических сил ухитрялись манипулировать вот тем самым представлением о народе-предателе. Во вторую очередь немаловажную роль сыграла печально знаменитая Крымская СБУ, крымский филиал Национального института стратегических исследований, которые усиленно разыгрывали тему потенциального и явного крымско-татарского сепаратизма, представляя ее как проблему национальной безопасности Украины. Ну и, наконец, воздействие на умы таких политических манипуляций, используемых в информационной войне, ну, в частности, со стороны России, что обвинение в том, что крымские татары, которым помогают западные силы, которые там сотрудничают в какой-то период с чеченскими боевиками. Говоря о межнациональных отношениях в Крыму, нельзя забывать и об украинском вопросе. Как заявила в эфире радио «Спутник» заместитель председателя так называемой украинской общины Крыма Анастасия Гритчина, живущие в Крыму украинцы якобы не ощущают давления со стороны власти и общества и могут свободно общаться на родном языке. Активист же Украинского культурного центра в Симферополе Леонид Кузьмин утверждает, что на самом деле это все используется только в качестве фасада подконтрольным Кремлю властями, чтобы показать мнимое равноправие 3 культур на полуострове. Давайте послушаем. Таких притеснений именно за использование украинского языка в сфере общения, может, и нету, но вот в сфере образования, в сфере культуры, то это мне больше всего напоминает такую вот витрину, где можно всем красиво показывать экспонаты, которые там выставлены, а на самом деле за этой витриной больше ничего нет. Вот, например, такую витрину отыгрывает бывшая украинская гимназия, где есть несколько классов,
на украинском языке обучение и где изучается украинский язык, и которые вот всех вот этих вот друзей Путина, когда приезжают, их специально показывают эту школу, да, и как одной из целей программы по посещению их мероприятий в Крыму. Это радио Крым Реалии. С вами был Сергей Громенко. Услышимся завтра в 8:35. До скорого.